программа предназначена для прослушивания лицами старше 12 лет. Таван Осхагал. Таван Осхагал. Рывахательне булдар, радио Итлигени Мерзем, Чевашин наци радиовини ференче беренчене ярами, бербаян дан, таван схагал каларма, кашни ытларигун, вумбарзегете ширеминутра эфира каларматы да напыр. Купиренжем пиде пальдер шлезамант, межендезесен кукаларма и берчеваш пачала гуманитария ослахизени институтжень, наукасченизм бе парле худшанзая, еркелезе бырат пар паян марабирень, чи бальдер шлеидузенчем перинде берчеклет пар, межендезень паян и берчеваш шерень, чеваш республики Кеншерезем жинче пулса ирдеген терле история процессе земберге галашы бар. Ку ыйтыва ушымлатмайын дебері пуринчен лайық пулышаганный вылпалах археология, шавын бадай бір тепленрех археология берги баян галашы бар каларым вырысла еркелензе быря. Пирым бада ханана дегелсе житречха. Чеваш патшала гуманитариус лохисень институтчень. Ерце брага наукащение, шавын бекех Чеваш патшалых педагогика университетен доценче Николай Станиславович Мясников. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, Эрагон Полдер. Николай, прежде всего, хотелось бы, наверное, узнать про то, как в целом состоят дела с археологией в Чувашской республике, потому что, насколько я понимаю, у нас территория не очень большая, но, видимо, из-за того, что она находится на берегу большой реки, на пересечении больших рек и всегда являлась такой контактной зоной, то очень интересно узнать, что скрывает наша земля в целом. Можем сделать какой-нибудь обзорный экскурс в историю Чувашской республики? Да, и чувашская археология. Действительно, у нас очень интересный край, занимающий действительно важное положение, потому что это контактная зона между разными природно-географическими ландшафтными образованиями, поясами. Да, у нас здесь подходит практически южная тайга с Заволжья, начинаются смешанные леса, которые переходят в широколиственные, и даже кусочки лесостепи с отдельными степными языками захватывает наша республика. Плюс мы находимся в междуречии крупных притоков Волги, и Волга тоже здесь протекает. Я имею в виду Суру и Свиягу, которые текут с юга на север, а Волга сама делает поворот. И получается, что это древний перекресток. Может быть, не столь мощный, как Волга-Камье, но, тем не менее, тоже очень важный. И действительно, плюс к этому мы находимся между разными крупными научными центрами, где еще с дореволюционных времен развивалась археология. Это, в первую очередь, Москва и Казань. В какой-то мере Нижний Новгород. И вот это про такое пограничное положение всегда сказывалось на развитии нашей археологии. В целом, интерес к археологическим древностям, он возник еще до революции и был связан в основном с Казанью. И первые наши собственные краеведы, они были такие широкого профиля энциклопедисты. Это, в первую очередь, Василий Константинович Магнитский или Архангельский. И они сделали большой такой задел к карте археологической Чувашии. Они в основном проводили своего рода такие экскурсии, отмечали памятники. И в первую очередь, которые можно было заметить, это курганы, городища. Тем более у Чуваш они в топонимике обозначаются. То есть чувашский народ понимал, что где-то рядом с ними эти памятники. Курган Улуп-Тапри, то есть связывал с легендой об Улупе, а городище там очень разные варианты, хула чаще всего фигурирует. Или карман, то есть либо крепость, либо город. То есть понимали, что это укрепленное место. И можно сказать, что десятки памятников были известны уже к 20-м годам. До войны был этап такой, скажем, набегами сюда приезжали специалисты из в основном центров, мощных археологических центров Москвы, Санкт-Петербурга, уже Ленинграда, в какой-то мере Казани тоже. В послевоенное время сформировалась Чувашская археологическая экспедиция. 1956 год. Алексей Петрович Смирнов, московский археолог. И в течение десятка лет она работала очень мощно, очень масштабно. То есть цель была закрыть почти все периоды в археологии и эти белые пятна изучить. И что особенно важно, сформировалась своя школа археологическая под руководством Василия Филипповича Каховского. Мы его всячески чтим и говорим, что это первый чувашский археолог, доктор наук, тем более автор концепции происхождения Чуваш. И в какой-то мере все, кто сейчас работают, являются его учениками. В какой-то мере. Не все, может быть, напрямую. Кто-то через его сына Бориса Васильевича Каховского. Но если сейчас взять действующих археологов и все центры, то мы все взаимосвязаны.
Очень интересно. То есть, получается, в данном случае мы можем говорить о преемственности Чувашской археологической школы как таковой в целом. Вот когда она заделов, получается, появились свои специалисты, которые заложили основу уже, собственно, Чувашской школы археологии. Да, но при этом сохраняя связь с Москвой. Все-таки был определенный разрыв, связанный со смертью Василия Филипповича, трагической в 1993 году, и это наложилось еще и на экономическую ситуацию. И, по сути, с начала 2000-х приходится многое с нуля восстанавливать, и на сегодняшний день, в силу еще того, что в Казани очень сильно развивается археология, мы очень сильно связаны с ней, с этим центром, и многие там учатся или учились, защищались и так далее. Николай, Чувашская школа археологии, она работает достаточно успешно, несмотря на то, что у нас не так много сотрудников, не так много археологов, но тем не менее каждый год мы читаем какие-то открытия, что-то новое происходит, и если так в целом взять, то когда появились первые люди на территории Чувашии и как это все прослеживается, если мы пройдемся по основным археологическим памятникам, которые у нас имеются, да. По крупным, по крайней мере. Памятникам и эпохам, традиционно, наверное, многие знают, что археологи работают в системе 3 веков. То есть мы говорим, что вначале был век каменный, в основном каменное орудие труда, хотя были из кости и дерева также. Потом бронзовый, но сейчас на самом деле он шире, чем бронзовый. Эпоха раннего металла называется. Вначале была только медь, а потом уже бронза. Они объединяются, эти два периода. Потом железный век, от которого остался только ранний железный. А дальше мы переходим в историческую такую археологию и периодизацию. То есть говорим об археологии великого переселения народов, об археологии средних веков и уже даже нового времени. И сейчас тенденция, что археологи должны закрывать там все до начала 20 века своими исследованиями. Это прям тренд. И если хотим поговорить об основных этапах развития Чувашского края, людей в Чувашии, то, конечно, каменный век – это была основа. На сегодняшний день у нас 2 памятника эпохи палеолита. Это древний, самый каменный век. Это стоянка Улянка. В Уразлино, Янтикский район. Но там просто очень кратковременное стойбище охотников было. То есть там даже орудий нету. Просто... Это уже кроманьонцы. Да, можем предполагать по соседним субъектам, что на нашей широте могли быть неандертальцы. Но даже на лучше изученной территории Татарстана их древности однозначно не зафиксированы. Есть предположение, что мустьерские индустрии каменные там имеются. Мы пока даже не говорим ни о каких останках человека, потому что погребение в это время и вообще до конца каменного века у нас неизвестно в крае. Самая достоверная такая стоянка, и мы скоро, уже прямо сейчас изучаем ее соседний памятник, это Шолма. Это гора-мастерская, это финальный палеолит, территория города Цивильска современного, в междуречии Мало-Большого Цивиля, недалеко от их впадения. Это 13-11 тысяч лет до нашей эры. И сейчас в лагере «Звездный» уже ведутся работы. Прямо сейчас там наши сотрудники, Михайлов, Григорьев, которые ведут расчистку и начали раскопочные работы по исследованию этой стоянки палеолита. Там будет реконструирован лагерь детский, «Звездный». И оказалось, что древнейшая стоянка прямо на этом месте. Удивительно. Вообще, а есть уже первые памятники какие-нибудь, находки? Находки, что такое? Да. Дело в том, что памятник открыл как раз один из археологов Чувашии, Сергей Анатольевич Краснов. Он работает в обществе охраны памятников истории культуры. Он проверял этот объект до того, как реконструкция начнется, и открыл стоянку. К нам уже обратилось правительство республики, чтобы мы это изучили. Но это займет очень много времени. Весь следующий полевой сезон, по-видимому, будет посвящен этим исследованиям. Ого. Первые находки – это кремень, каменные находки, как отходы производства, так и то, с чего скалывались эти пластины и отщепы, то есть нуклеусы так называемые, и есть скребки, то есть конкретная индустрия конца палеолита. Хорошо, по каменному веку, по палеолиту немножечко теперь стало понятно. Хорошо, что у нас есть памятники. Теперь идем чуть дальше. Да, хорошо. То есть в дальнейшем тает ледник, человек приспосабливается к новым природным условиям, то есть тут уже система развита рек и озер, лесов,
И человек в основном в нашем крае в мезолите и неолите занимался рыболовством в первую очередь. И только подсобное значение имела охота и собирательство, и не было неолитической революции в крае. То есть человек, живущий здесь, в лесной зоне Восточной Европы, пошел по пути специализации. И у нас очень много стоянок, уже связанных с Сурой и Волгой, где-то с Цивилем, вот этих эпох, мезолита и неолита. В неолите чуть более оседло стал жить человек, появляется керамическая посуда, и стоянок прям довольно много. В определенных обжитых местах их прям десятки. Ну, хорошо, наверное, рано еще говорить о какой-то этнической принадлежности этих групп людей. Однако, если так подумать, то могли ли они остаться как, не знаю, часть одних из далеких предков чувашского народа? Или этих людей уже точно здесь нет, в нашей крови, по крайней мере? Понятно, что этнос, понятие такое культурно-социальное, не передается по крови. Но если мы подключим генетику и попробуем порассуждать, что новые группы ассимилировали старые, то мы можем осторожно предположить, что в нас течет какая-то капля их крови. Если уж во всех европеоидах находят неандертальцев, а во всех монголоидах уже даже денисовцев находят, то, наверное, в чувашах, марийцах течет часть крови потомков населения каменного века. Очень здорово. А вообще, если вот так вот подумать, то можно ли как-то идентифицировать эти племена? К каким предковым группам они могли относиться по своим культурным показателям? Скорее всего, мы говорим о каком-то палеоевропейском древнем населении, и вряд ли их можно даже с автохтонными финно-уграми связать. И последние данные генетики говорят, что финно-угризация, если можно так сказать, Среднего Поволжья происходит только в бронзовом веке. Вот можем перейти к этой эпохе. Давайте перейдем к финно-уграм. До того, как я бы хотел сказать о финно-уграх, нужно, конечно, сказать, что эпоха бронзы принципиально отличается от каменного века в Чувашском крае, потому что это приход новых групп населения, связанных с Европой. Даже с центральной, с Балкано-Карпатским регионом. Я говорю в первую очередь о каком-то индоевропейском, а дальше уже можно говорить осторожно, об индоиранском населении. Это, конечно, балановская, абашевская культуры, и эти культуры — это археологическая слава Чувашии. Все знают, археологи всей Европы и шире, об этих культурах. Потому что балановцы — это часть огромного мира центральноевропейских культур, боевых сверленных топоров и шаровидных амфор. Их многие связывают с предками и славянских, и германских, и балтийских народов. А вот последующая группа, балановцы принесли сюда и первые погребения, и первый колесный транспорт, и первые навыки земледелия и скотоводства, и даже срубное строительство возникает. То есть и металлургия, конечно, это целая серия инноваций. И они сюда пришли, видимо, всерьез и надолго. Есть предположение, что практически 500 лет существовала их культура, и они повлияли на местное население, и есть культуры синкретичные, связанные с и балановцами, и местными племенами более раннего времени, и неолитическими. Дальше были абашевцы, с ними все очень загадочно. И сейчас есть новые данные, опять же, генетики, и им вторят археологические данные, что это население с Балкано-Карпатского и центральноевропейского, с Чехии, Словакии региона. И это непосредственные предки индоиранских народов по генетике. И они связаны с культурой колоколовидных кубков и близких им групп. И они приносят сюда новые навыки с оружием связаны, с курганным погребальным обрядом. Но они здесь не задержались, а сдвинулись дальше на Дон, на Южный Урал. И в дальнейшем, видимо, их потомки продвигаются уже в сторону Ирана и Индии. И загадка для средневолжской абашской культуры в том, что у нас не найдено ни одного поселения. При этом у нас больше всего могильников абашевцев, некоторые из которых достигают размеров несколько сот курганных насыпей. То есть тут такое долина смерти абашевцев такая. Удивительно. А с чем это может быть связано? Почему? Одна из версий как раз в том, что они сюда приходили хоронить, но за сотни километров, конечно, это тяжело предположить. Другая версия, что они все-таки здесь были кратковременно и не смогли здесь закрепиться, удержаться. И здесь было как раз балановское население немало. И есть ряд погребальных памятников, где видны столкновения абашевцев
с кем-то. И там спорят с теми же балановцами, а может быть с другими даже абашевцами и другие версии. И, например, Пепкинский курган, там 20 с лишним костяков со снятыми скальпами, с обезглавленными туловищами, со стрелами внутри костяков. То есть начинаются войны с этого времени, столкновения. Понятно. То есть Чувашия всю эту память хранит. Это просто... Чувашская земля хранит это все в себе. Это очень интересное, да. В общеевразийском масштабе это интересные события, связанные с происхождением крупных этнических, этноязыковых групп. Здорово, здорово. Ну, уходят абашевцы, то есть после них у нас уже... Поздняя бронза, финальная бронза. Мы уже можем осторожно говорить о том, что возникают какие-то связанные с финно-уграми культуры. И вот там еще был эпизод со срубной культурой связан. Они как раз считаются уже конкретными индоиранцами, ариями. У них там есть определенные аналогии на очень широких территориях Евразии. Сформируется собственная металлургическая провинция. Они уже по-настоящему плавят бронзу. Очень активно осваивают южноуральские месторождения меди. И потом наступает кризис-катастрофа конца бронзового века. И вот только лишь к концу мы можем осторожно говорить о том, что формируются какие-то группы, которые теоретически связаны с волжскими, прибалтийскими финнами и пермскими финнами. То есть там это, с одной стороны, мир текстильной керамики. Тут была средневолжская культура текстильной керамики, как раз связываемая с финнизацией по Волжье и дальше в Прибалтику. И вторая группа — это так называемая маклашеевская культура. Раньше приказанская она считалась частью. Она уже туда, в сторону Урала, Прикамья уходит. И в дальнейшем наступает новая эпоха, ранний Железный век. Вот там уже мы можем более уверенно давать какие-то этнические характеристики. Но в целом до выхода на историческую арену народностей средневековых, исторических, да, которые в письменных источниках упоминаются, еще пройдет почти 1002 лет. То есть первый древнейший народ края — это Морденс у Иордана, это 5 век, это Мордва считается. Она упоминается в списке народов, которые платят дань Германариху, готскому вождю. Таван Осхагал. Таван Осхагал. Ну, мне кто заморзем, каларма малалахта зад паразельдерить пер пирень. Щак самандра Таван Осхагал каларми фирда. Перя эфира духма блажагани Лада Данилова. Альвара и бир сирембе малалагает пер пирем батраха на рабан. Чеваш подшалых гуманитариус лыхис институте наукощения Николай Мясников. Он зарбашневал чеваш подшалых педагогика университетен доценча. Итак, Николай, мы дошли до периода тюрков, первых тюрков, наверное, на территории современной Чувашии. Что это были за тюрки, с кем они пришли, и были ли это уже непосредственные предки нашего народа или какие-то другие тюркские группы? Да, очень важный период, интересный. То есть переход от раннежелезного века к первому тысячелетию, к эпохе великого переселения народов, застал Чувашский край такой территории финно-угров. То есть мы можем говорить, что с века 3-4 ученые выделяют древнемордовскую культуру. И, что очень интересно, ее первые шаги, ранние этапы проходили именно на нашей территории. В основном Нижнего Пасурья и Сурско-Свияжского междуречия. Чувашия очень была плотно вовлечена в эти события. Они имели, кстати, очень большой масштаб на всю лесную зону Восточной Европы. Это очень загадочный этап, но это до тюрков. Значит, эта культура, она до 8 века существует. Дальше мы говорим о средневековой мордовской культуре. И вот она как раз позволяет выделить два субэтноса, Мордву, Эрзу и Мокшу. Это происходило от Чувашии к западу, то есть туда, в Нижегородскую, Пензенскую, в ту сторону. Конечно же, мы все уверены, в разной степени ученые разных специальностей говорят о том, что в Чувашии жили марийцы, предки марийского народа, на момент прихода тюрков, предков Чуваши. Марийскую культуру сейчас связывают со Средней Окой и Нижней Окой, с этими территориями. Говорят о том, что марийская культура связана с Мирянской, Муромской и на общей археологической базе формировалась к западу от современной Мариэл. И вот не ранее 5-6 века мы можем говорить о том, что они занимают территорию Поветлужья, двигаются в сторону Вятки, и, по-видимому, это становится с каждым полевым сезоном все очевидней, более-менее плотно заселяют и правобережье Волги, территорию горную Мариэл, Чувашии тоже, особенно лесной части Чувашии. И тут мы видим около 70 речных топонимов марийского происхождения.
Вот. И, конечно, здесь ключевым вопросом является появление булгарских предков чувашского народа. Была идея высказана в свое время татарским археологом Халиковым Альфредом Хасановичем о ранней тюркизации края, до булгарской тюркизации. Эта теория не особо подтвердилась, и сейчас нету ей сторонников особо. И мы можем говорить лишь о 8-9 веках, как времени появления еще языческих погребений, могильников, связанных с племенами булгарского круга, с первыми тюрками. Причем этот этап говорит о приходе сюда именно кочевников, еще не мусульман, и еще не было даже городской традиции. То есть первые города возникают позже, только в конце X, в XI веке, причем до сих пор спорят, когда именно, конкретики. И вот там уже наступает мусульманизация. И если мы говорим сейчас не о археологии Волжской Булгарии, а именно о Чувашском крае, и, конечно же, это должно быть связано и с происхождением чуваш одновременно, то мы должны сказать о том, что в свое время, в советские годы, было много разногласий, дискуссий между чувашской и татарской археологическими школами. Чувашскую школу Василия Филипповича Каховского поддерживали москвичи вместе с Алексеем Петровичем Смирновым в какой-то мере. И наши ученые настаивали на том, что происходит раннее заселение булгарами Чувашского края, что уже в домонгольское время, в X-XIII веке, вплоть до Суры, то есть вся Чувашия заселяется булгарами. Но эта дискуссия на самом деле не окончена до сих пор, но большая часть сейчас ученых и в Чувашии тоже считают, что все-таки в домонгольское время булгарами была заселена только юго-восточная часть Чувашии, примыкающая к основной территории Волжской Булгарии. То есть это там Яльчевский, Батыревский, частично Комсомольский, Шимуршинский районы, где такие классические памятники, как Большетыбинское городище, Тигашевское городище. И наша экспедиция института как раз уже 5 сезонов, кстати, совместно с татарскими учеными института Халикова копает это Большетыбинское городище. И там ряд очень важных открытий сделан уже и делается, и об этом отдельную передачу можно вообще записывать. Получается, а что же было в остальной части Чувашии в это время? И уже известно 4 погребальных памятника, которые можно связать все-таки с ветлужско-вятскими могильниками языческими, которые ближе к марийским памятникам. Тоже это вопрос более чем спорный, насколько они едины в культурном отношении. То есть, например, мы копаем такой памятник один прямо напротив Чебоксар. Чебоксарский городок мы его назвали. Там пока немного погребений, но одно из 6 по мусульманскому обряду, например. Есть рядом тут же чисто языческие могилы, погребения, и происходит какой-то контакт этого населения. Или вот, например, наши марийские коллеги на территории Чувашии, на острове Амаксяр, Маргаушский район, копают такой же могильник одновременно с нами. У них там вообще приход каких-то таких тюркских языческих групп, или даже угорских, и его смешение с местным населением. То есть тут очень сложные такие этнокультурные процессы шли. Но, видимо, скажем так, окончательная тюркизация, или уже даже, не знаю, такое слово можно ли употребить, чувашизация края, могла произойти и позднее. Уже только в ордынскую эпоху. Массово, я имею в виду, заселение Чувашии чувашами. Тут уже мы уходим немножко в смежные науки. Тут без истории, лингвистики, этнографии не обойтись. То есть мы тут уже подходим к проблеме, которая в письменных источниках отражена. Уже поздних 16-17 век я говорю про проблему ясачной Чувашии. Которая у нас в Заказанье живет. И да. Закамье. Да, жила. Ну, в Заказанье в первую очередь. То есть в 16-17 веке массово в постханское время, после Казанского ханства, вся практически территория вокруг Казани, реки Казанка, плотно заселена чувашами. И спор между татарской и чувашской наукой идет за то, кем считать этих чуваш, этнонимом или соционимом. Если это этнос, то почему сейчас там нет чуваш, почему там это ядро формирования казанских татар. Чувашские ученые говорят, что доказано, доказывают, что часть населения оттуда ушла и основала современные чувашские деревни, в том числе на территории Чувашии. И получается, что чувашский народ был разделен тогда рекой Волгой на 2 части, на правобережную и левобережную часть. И вот когда вот этот правый берег наш был заселен, мы по археологическим данным пока не можем ответить на этот вопрос. То есть мы тут уже переходим от булгарской археологии к чувашской археологии. И вот эту проследить преемственность, эту связь очень сложно. И связано это
том числе с тяжелым периодом, очень сложным, когда очень сильно пострадала эта территория от разнообразных набегов. Я говорю о разорении булгарской земли, которое происходило с конца XIV, XV век. Да и казанско-ханская археология, положа руку на сердце, мало изучена. Она не сильно интересовала археологов предыдущих поколений. Да и даже тех, кого интересовало, а найти эти памятники очень сложно. И чувашская археология, именно этнически чувашская археология, начинается только с изучения могильников, то есть кладбищ, старых чувашских языческих кладбищ, традиционных. Это только 16 век. Угу. То есть у нас есть прям такое огромное пространство, которое занимает 3 века, которое буквально мы не можем пока точно что-то конкретного говорить. Или слишком много данных просто разнообразных? То есть у нас по чувашской археологии появляются все больше данных домонгольских, 10-13 век. Вот часть, значит, булгарами заселена, часть вот этими могильниками с языческим обрядом, близким марийцам. При этом нет синхронных поселений в Северной Чувашии. Потом в ордынское время, наоборот, очень много поселений, но тут очень смешанное население по материальной культуре и по духовной. То есть керамика, например, на этих поселениях, а их около 20, и русская, и марийская, мордовская, и булгарская. А погребальный обряд уже в нескольких точках вообще православный христианский обряд. Это в доханское время, до Казанского ханства, в конце ордынского периода. Я выдвигаю идею, что это связано с продвижением Нижегородского княжества на эту территорию и борьбой между потомками нижегородских князей и москвичами за Нижегородское княжество. И нижегородцев поддерживала Орда. И здесь могла быть определенная такая база опорная у них в этом сопротивлении. Это было выгодно Орде использовать русских же против укрепляющегося московского княжества. А вот период ханства, он вообще не освещен археологическими источниками. Пожалуй, кроме археологии города Чебоксары. У нас нету ни поселений, я даже вот на пальцах одной руки не могу назвать поселений эпохи Казанского ханства в Чувашии, и погребений нет. И вот те могильники, которые потом функционируют в 16, 17, начале 18 века, в них нету монет раньше Ивана Грозного. А там монет уже в целом немало. И получается, что чуваши начинают тут хранить тут только с середины 16 века. Ну, может, там со второй четверти 16 века. То есть это уже надежные чувашские памятники, мы можем говорить? Да, они рядом с современными чувашскими деревнями, и сам чувашский народ помнит, что это их кладбище. Понял. Боже, как все сложно и интересно это все звучит. Ну, хорошо, вот сегодня по археологии, если в целом мы возьмем, то в каких именно проектах и какие этапы больше исследуют сотрудники нашего гуманитарного института в плане археологии? У нас осталось совсем мало времени, поэтому прям очень-очень обзорно. Да, хорошо, спасибо за вопрос. Ну, я, наверное, скажу, что последние лет 5 мы плотно работаем именно по средневековой тематике, хотя из-за разных хоздоговорных работ, из-за освоения хозяйственного, как в случае с детским лагерем «Звездный», возникают и такие проекты. То есть вот в «Звездном» там только период каменного века, палеолита, но мы вынуждены его изучать, потому что это государственная задача. Целенаправленно не изучается бронзовый век, но тем не менее, там, если мы копаем какие-то городища, слои бронзового века, балановские, мы тоже исследуем. Мы не можем не исследовать какой-то из слоев, когда копаем. Это как бы наше обязательство перед наукой. Целенаправленно изучается первое тысячелетие. То есть вот у нас действовала экспедиция в Пассурии. Мы раскапывали... Тут еще был интересный эпизод, о котором я вообще не сказал, прихода сюда раннеславянского населения и его связи с древнемордовской культурой. Вот этот контакт мы изучали, он длился где-то с 3-4 по 7 век. Мы копали могильник позднеримского времени, 2-3 век. Он связан с формированием Мордвы. Это Синдемиркинский могильник. В следующем году должна выйти монография, это наконец-то. У нас в Бурнарском районе. Да. Я читал там про захоронение Мордвы. Очень уникальный, очень богатый памятник и важный, ну, для всех волжских финнов, для их вот появления ранних этапов истории. Эта тематика в целом последние несколько лет скорее оставлена нами, и мы переключились последние лет 5 на средневековую тематику, вот булгарскую эпоху. И так получается, что мы одновременно изучаем и классическое булгарское городище, и мусульманский могильник в Большой Тайбе. Но там очень много
вылезает и синкретических вещей, и важных с точки зрения всей археологии Волжской Булгарии, я имею в виду, связанных с конструкциями стен, например, этого города, или с ранними этапами освоения и возможными языческими святилищами на ранних этапах существования булгарских городов. Тейбинское капище, да, такое? Про которое я тоже слышал. Ну вот мы сейчас подошли как раз вплотную к его исследованию. Ну, вот, может, через год продолжим. И одновременно копается вот несколько могильников. Сейчас в основном на левом берегу Волги или на островах. Вот там Аксяр. Мы его начинали вместе с марийскими археологами. Сейчас только они там работают. И Чебоксарский городок. То есть, а все-таки мы не исключаем мысль, что связь вот этих предков марийцев и булгар уже в тот период дает какую-то линию развития к современным чувашам. Это тоже надо проверять. Плюс памятники ордынского времени. Вот недавно мы с коллегой из Нижнего выдвинули предположение о том, что и пересмотрели ряд памятников эталонных этого времени, о том, что это смешанное население времен конца Нижегородского княжества. И тут, конечно, мы напрямую уже подходим к археологии Чувашии. Да, мы пока не начали копать могильники уже чувашского населения, но сейчас у нас Владимир Юрьевич Григорьев, наш младший научный сотрудник, поступил в аспирантуру по этой тематике. Уже открыт новый интересный памятник, Янтиковский могильник, в котором мы как будто видим определенные пережитки ислама. И вот дальше планируется изучение и этого периода. И, конечно, отдельная исследовательская тема – это археология Чебоксар. Это один наш тоже ученик, и пока он не работает в каких-то научных институтах, но поступил в аспирантуру также в Казань по теме археологии Чебоксар. И поскольку Чебоксар активно осваиваются в хозяйственном плане центр города, мы почти через год ведем там раскопки в центре. И тоже по поводу ранних этапов истории, основания города, очень много свежих идей и мыслей, которые уточняют где-то, дополняют, а где-то позволяют даже пересмотреть положение предыдущих исследователей. Николай, огромное спасибо. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу, поэтому мы выражаем огромную благодарность за то, что нашли время вырваться из подобных интересных процессов и рассказать нам немножечко о деталях. Но тусем эбертеберернере куйдузне малалата забар, анжахта кашни тапхырба баджеккен уйрым жарын паян варабирым батраханара, чеваш патшалы гуманитарий услуги сень институтен, ерцы брага наука щеня, чеваш патшалық педагогика университетен доценже Николай Станиславович Мясников пулза курже валпере шак шабахта археологии пурна жебе тада чеваш еншерин вартанлы хезембе кашкана палаштарча. Серембейбе булдым сандрильдері каларма еркелеме булжагани перенелады Данилова сазасты бульжа. Но мне эфирда тепретель булычен теберернере тебер итларигун вымбарзеге тешері минутра сире тадахта кадеть пар. Ну чебер лайхибе. Таван Осхагал. Таван Осхагал.